Zombie apocalypse. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на втором занятии по программе SketchUp Pro 2020, и мы продолжаем с того места, где мы закончили. На последнем занятии мы с вами написали свое имя, да, вот этот верхнее, это не мое, мы автоматом сделали, нижнее, вот как у нас получилось. Итак, давайте вспомним, как работать с выделением. Кликаю левой клавишей мыши, смотрите, да, по экранчику, отпускаю и, господи, ладно, один раз кликаю левой клавишей мыши и нажимаю клавишу Delete, удаляю. Так, вот наше есть имя, молодцы, что все справились, я видел ваши работы, некоторые подошли с очень интересной идеей, все очень классно. Так, продолжим. Следующий инструмент, который мы с вами должны изучить, это, конечно же, так называемый circle, да, кружочек. Так, как работать с ним? Нажимаем левую клавишу мыши, отпускаем опять мышку, вот я ее не держу, и мы попробуем сделать вот такую вещь. Вот. У нас есть так называемый кружочек, да? Давайте еще один сделаем. Еще один сделаю. Никаких проблем с этим нет. Обратите внимание, почему вы скажете, вот у вас здесь 3 серых и 1 белый, потому что я его немножко не так сделал, но ничего страшного в этом нет. Сейчас. Окей. Есть кружочки появляются. Смотрим внимательно, получается вот наша плоскость. Давайте попробуем кружочек. И смотрите, у нас все время кружочек вот рисуется пока что вот на одной плоскости. Как перевести его в другую плоскость? У нас есть клавиши на клавиатуре, стрелочки, там где вот стрелочки. Попробуйте нажать стрелочку наверх. Смотрите, обратите внимание, что мой кружочек стал синего цвета. Нажимаю стрелочку направо, он у меня становится красного цвета. Давайте сразу продемонстрируем. Вот он есть. И стрелочку налево. Вот, что мы видим? У нас, получается, есть некие элементы, и с помощью стрелок мы можем двигать по осям, да, получается, как нам нужно. Вот здесь можно делать вот так. И вот так. Итак. То же самое, кстати, можно было делать и с прямоугольниками. Вот взял инструмент Rectangle, нажимаю левую клавишу мыши, он стал зеленого цвета. Все. Нажимаю правую клавишу мыши, вот он в той плоскости, допустим, синий. Итак, с помощью горячей клавиши Ctrl-Z отменяю действие, то что мне это пока не нужно. И наконец-то давайте приступим к самому волшебному вещи. Да. Во-первых, кстати, перед тем, как это все сделать, да, я вам не показал на прошлом, самое главное занятие, да, как сохраняться. Надеюсь, многие из вас справились, как сохранить файл. Это, смотрите, есть клавиша файл и save. Save, и когда у меня уже есть, лучше у вас save as, и можно взять какое-то имя и сохранить. И да, у меня есть вот эти крутые игры. Итак, продолжим и так, и что мы сделаем? У нас есть инструмент Rectangle, допустим, да, вот нарисовал поверхность, но к 3D пока на самом деле не особо говорит. Самый главный инструмент, который нам позволяет делать магию, это инструмент Push and Pull. Нажимаю левой клавишей мыши, выглядит он вот так, и смотрите, что я делаю. Навожу на какую-то поверхность, плоскость именно, да, которая закрашена, и нажимаю левой клавишей мыши и начинаю поднимать мышку наверх. Что происходит? У нас появился некий куб, да?
некий куб, и в этом вся магия. Получается, даже если меня с помощью вот этого. Так, попробуйте. Смотрите, я могу двигать с помощью push and pull. Push, он переводится так, смотрите, вот даже подсказочка есть, да, что можно задвинуть, наоборот, убавить, увеличить. Ну, нас пока вот этот интересует. Так, что мы сегодня будем делать с помощью этого инструмента? Мы, во-первых, должны понять с вами, что все элементы, которые вы в жизни видите, они состоят из очень простых элементов. Допустим, сейчас я буду демонстрировать, как можно создать так называемый стул. Будем делать стул. Итак, я поворачиваю камеру, да, смотрите, внимание, зажал колесико мыши, могу покрутить. Так, и у меня, вот, допустим, вот такой момент устраивает. Так, я беру инструмент Line и делаю вот такую вещь. Кликнул на middle point, это у нас серединка получается, и вот такую вещь. Похоже на стул? Не очень, да? Не очень. Что это он тут делает, да, хотите мне сказать? Но смотрите, что мы делаем. Следующее. Я беру инструмент Push and Pull. И смотрите, у меня получается поверхность сейчас разграничена. Нажимаю вот на эту левую клавишу мыши, отпустил опять мышку. И, кстати, вот в этой программе можете всегда отпускать мышку. И смотрите, и как бы вталкиваю его, выталкиваю, и он там мне говорит, что там лимитированная у нас граница, и отпускаю. Что получилось у нас? Получается, как бы обрезал его. Если вы видели, что я только что нарисовал его с помощью инструмента Line, но я мог бы, допустим, чтобы сделать ножки, воспользоваться ректанглом. Выбираю инструмент ректангл и, допустим, кликаю вот так. И давайте еще раз повторим. Беру инструмент Push and Pull, кликаю по поверхности, которую я хочу вытолкнуть, или его, наоборот, вытащить, и ее вдавливаю. И у вас получился вот такой вот стульчик неказистый. Давайте немножко ему поднимем заднюю спинку и попробуем сделать ножки. Вот самая первая проблема, которую вы столкнетесь, скорее всего, когда будете делать ножки, это вот такая вот проблемка. Допустим, у нас есть ножки, и я пытаюсь вытолкнуть. Беру инструмент Push and Pull, кликаю по поверхности, толкаю. Опа, а она не исчезла. Она не исчезла, потому что столкнулась с другой поверхностью, с вот этой. У нас как бы границы не совпали, и это очень большая, ну не большая проблема, но это проблема, конечно. Итак, чтобы такого не было, мы помним, что мы можем взять, выделить левой клавишей мыши по поверхности, один раз кликнуть, да, смотрите, он удалится, но линия останется. Поэтому можно, в принципе, кликнуть вот по этой линии. Кликаю левой клавишей мыши и удаляю. Итак, опять-таки с помощью инструмента Push and Pull могу подправить как-то там, на глаз прицелиться, выстрелить и вот что-то типа такого сделать. Неказисто, некрасиво, но ничего страшного. И у вас у всех, когда вы начнете такую вещь, возможно, произойдет вот такая проблема. Вот такая проблема. Вы случайно удалили поверхность и обратите внимание, что стул наш полый, да, и все пропало. Что делать? Заново можно взять инструмент Rectangle, да, найти endpoint и как бы его до следующего endpoint отпустить. Так можно сделать, но я вам такое не рекомендую. Легкий способ — это взять инструмент Line, кликнуть на любой грань, да, on edge, и на другую какую-нибудь грань, on edge, он его как бы соединяет. И потом мы можем вот эту линию удалить. Давайте еще раз покажу. Допустим, пропало что-то, да. Берем инструмент Line, кликаем по грани, кликаем по другой грани и можем восстановить. Итак, попытаемся сделать здесь то же самое. Не забывайте работать с камерой. И у нас вот такой вот стульчик получился. Какой-то не такой, да?
не совсем, можно немножко, может, поддавить, так, да. И давайте попробуем сделать следующую вещь. Немножко ножки увеличим. Опять-таки беру инструмент Push and Pull, вытягиваю ножку, вытягиваю ножку, вытягиваю ножку и вытягиваю ножку. Вроде бы все красиво, но когда мы работаем с камерой, мы обращаем внимание, что у нас ножки все находятся очень в разных положениях. Это очень неприятно. Как сделать так, чтобы ножки у нас сейчас были на одном уровне? Для этого мы делаем вот такую вещь. Ее не надо бояться. Смотрите, я хочу вот эту, чтобы эта ножка была точно такой же длины, как эта ножка. Кликаю по поверхности, которую хочу исправить с помощью инструмента Push and Pull. Кликаю левой клавишей мыши. И вот смотрите, я опять мышку отпустил, ничего, он будет вот так двигаться, прыгать, не волнуйтесь. Берете и нацеливайтесь на тот элемент, с которым вы хотите сравнить. Допустим, on face, вот здесь вот засвечиваются ножки, и отпускаю. Теперь они с ним на одном уровне находятся. Давайте то же самое повторим с этими ножками. Кликаю левой клавишей мыши, кликаю по мышке, все, они теперь выровнялись. И предлагаю вам, ну и себе, конечно, попробовать выровнять вот эту поверхность. Кликаю, отпускаю, и здесь я на глаз вам делал специально, да, чтобы вам было немножко трудно, тоже можно подправить. Когда вы все это исправите, тогда вы сможете убрать вот эти некрасивые вам грани. Итак, стульчик у нас начинает получаться, и вдруг я решил воспользоваться инструментом, который мы сегодня с вами прошли, это сделать кружочек, как в детском саду бывает же, да, вот я хочу сделать на спинке стула кружочек. Смотрите, я ничего не кликаю, просто навел, допустим, на middle point, опускаю вниз где-то, как не хочу, кликаю левой клавишей мыши, отпустил мышку, и, допустим, я хочу сделать вот такое вот красивое отверстие. Красивое отверстие в стуле, и беру инструмент Push and Pull. Взял его и начинаю толкать. Но произошла очень большая неприятность. Наш стул решил превратиться в пушку, да, и это не очень красиво. Получается, если такое произойдет, вы можете вот так выбрать, да, и удалить. Но это будет не очень эстетично и красиво. Это не то, что мы хотели сделать. С помощью горячей клавиши Ctrl-Z отменяю действие и опять беру инструмент Push and Pull, и здесь действует вот такой способ. Кликаю по поверхности и кликаю по той поверхности, вот по той грани, с которой он должен заканчиваться, on edge. Отпускаю, и теперь у нас идеальный кружочек получился. Идеальный кружочек, и давайте все-таки дам вам еще один инструмент. Не хотел вам давать, но, наверное, нужно, чтобы вы у нас люди уникальные. Называется Two Point Arc. Мы будем делать небольшую арку, сделаем. Берем этот инструмент, он действует следующим образом. Допустим, я кликаю, я хочу сделать вот такую арку, да, кликаю в это место, on edge, отпустил мышку, ничего не волнуюсь, вот что-то появляется, я на это не обращаю внимания, и кликаю на другой стороне. Затем я мышку опять не держу, смотрите, вот могу левой клавишей, как бы не зажимаю клавишу, спокойно начинаю подбирать. Хочу вот сделать вот такой вот стульчик, отпускаю здесь, и давайте вспомним, как избавиться от этой вещи с помощью опять-таки инструмента Push and Pull. Выталкиваем, выталкиваем. Все, отлично. У нас появляется арочка, получилась, здесь появляется, и здесь, смотрите, возьмите вот такая возможная у вас проблема. Нажимаете, хотите, вам не нравится вот эта вещь, да, нажимаете Delete, она не исчезает. Ничего страшного нету. Так в программе заложено, да. Некоторые элементы остаются, и, в принципе, если вам прямо вот глаза бьет, когда вы все замоделите, вы можете сделать, нажать кнопочку View, и здесь есть такой, не знаю, здесь есть, нет? Вот, Face Style и Hidden Line. Выбираем.
И нет, это не тот элемент. Ctrl-Z, Ctrl-Y. И опять не то нажал, не хайнало. Так, это наш опять не то. X-Ray. Так. Короче, сейчас я вам походу... Я сейчас вам наделаю чего-то не то. Так, нет. Ладно, я посмотрю, как это делается, вспомню, да. Скорее всего, сейчас это все. Пока это все убираем. И... Короче, ладно. Не суть в этом, но время убило конкретно очень много. Итак, элемент мы создали, и ваше задание, какое вы должны сделать задание, используя эти инструменты. Вам нужно создать мебель. Не только один стульчик, вам нужно сделать другую мебель, где-то штук 7 единиц мебели. Допустим, это комод, кровать, шкаф, табуретка, стол, тумбочка. Ну, как бы, давайте, чтобы как это сделать. Допустим, ну что можно сделать? Во-первых, я должен немножко отойти, зажимаю клавишу Shift и колесико мышки, у меня появляется такая лапка, немножко отодвинемся, чтобы она мне не мешала. И попробуем нарисовать, не знаю, как будет выглядеть кровать. Примерно так. Ну, я думаю, что кровать выглядит именно так. Может, у вас как-то по-другому. Раз. И начинаем вытягивать. Раз. Угу. Так. Берем этот инструмент. Выделение. Вот линию, допустим, мне не интересует. Убираю. И попробую сделать следующую вещь. Тоже сделать современные диваны, по-моему, вот такие. Беру инструмент Push and Pull, выталкиваю. Смотрите, если так сделано, так будет. Но поэтому я на грань делаю, on Edge, кликаю левой клавишей мыши. Вот у меня ничего хорошего не произошло. Это произошло из-за того, что мы вот это мешало, вот эта плоскость помешала, да. Так, это удаляем. И это тоже удалим. Итак, кровать. На кровать пока особо не похоже. Давайте берем дальше Push and Pull. Допустим, в эту сторону вот так сделаем. Давайте сравняем ее с этой. Немножко поднимем вверх. Так. Опять-таки попробуем сделать арочку. Почему бы нет? Может, такие middle point, левый клавиш мыши middle point, допустим, такого размера. Выталкиваем все и очень многие люди сразу пытаются сделать подушку там, ну пока мы все будем делать, так как мы помним, что мы это на 3D принтере будем. В 3D принтере это очень, допустим, какая-то подушка есть там, если надо, вы можете тоже его как-то обрезать. Ну, примерно в таком духе. Итак, мне нужно 6, я сказал 6, да, или 7? 6 или 7 единиц мебели. Минимум 5. Минимум 5. И попробуйте сделать шкаф. Давайте вспомним, как делается шкаф. Левой клавишей мыши. Инструмент Push and Pull. Вытягиваем. Допустим, не шкаф, комод. Берем инструмент такой. Как выглядит комод? Допустим, разделили его. Опять middle point нашли. И здесь тоже middle point. Допустим, у нас будет вот такой вот комод. У комода есть что? У него есть какие-то ручки, да?
Угу. Вы можете потом эти ручки немножко выдвинуть, если вам надо. Опять не забываем, что у нас есть как бы выравнивание. Кликом левой клавишей мыши хочу по этой стороне, по этой и по этой. Все. Упс. Так, когда вот такие вещи происходят, нажимаете клавишу Escape или Ctrl-Z, можете отменить действие, либо что-то типа того. Итак, ну, жду ваших успехов. Я пока посмотрю, вспомню, как убрать вот эту линию, которая мне мешала. На следующем занятии я вам точно покажу, как это сделать. Итак, всем на сегодня спасибо. Делайте 7 единиц мебели. Стол, шкаф, тумбочка, там, табуретка, все что угодно. На этом все. С вами был Максим. Всем пока.